Милая моя школа. Школа для меня – это не только место моей работы, она второй мой дом, в котором свои заботы и радости. Утро кончается тогда, когда я переступаю порог школы. Начинается мой рабочий день. Здравствуйте, ребята! Я рада вас всех видеть. Итак, сегодня давайте начнем наш урок с хорошего пожелания. Так, кто хочет сказать пожелания своим друзьям? Дорогие мои одноклассники, желаю всем хорошего дня. Пусть все, что сегодня задумалось, выполнялся без труда. Так, и Аднахан, да, пусть добавит. Дорогие мои одноклассники, желаю вам удачного, продуктивного дня и хороших выходных. Так, садимся, ребята. Итак, начинаем наш урок. Сегодня у нас урок русского языка, и посвящен он очень интересной теме. Вот сейчас я вам называю ключевые слова, а вы должны назвать, какова будет тема нашего урока. Итак, земля, природа, любовь, патриотизм, родная земля. Итак, как вы думаете, какова тема нашего урока? Так. Любовь к родине. Так, хорошо. Еще варианты. Аля? Так, беречь землю и любовь к земле, да? Так, еще варианты. Одна. Защита экологии. Защита природы, да? Защита экологии. Правильно, ребята. Итак, сегодня мы с вами работаем по стихотворению Михаила Дудина «Берегите землю». Итак, первым делом я бы хотела, чтобы вы написали кластер. Этот кластер будет написан по биографии Михаила Дудина. Его биографию мы изучали на прошлом уроке, поэтому сейчас открываем тетрадки. Так. Запишем число. Так, сегодня у нас 25 сентября. Запишем число и тему урока. Михаил Дудин «Берегите землю». Итак, записали число в тему урока. Так. И первым делом, ребята, чтобы опросить домашнее задание, я бы хотела, чтобы вы написали кластер с ключевым словом Михаил Дудин. Так, записываем. Итак, ребята, давайте проверим наш кластер. Так, кто готов прочитать свою работу? Так, Лавл. Михаил Дудин родился 7 ноября 1916 года. Русский поэт, известный общественный деятель, переводчик, человек доброй души, искренней теплоты, ветеран Великой Отечественной войны, блокадор, певец фронтовой темы, организатор пушкинских поэтических праздников, поэт высокой лирики, умер 31 декабря 1983 года. Так. У кого еще есть дополнение? Так. Он жил и работал в Ленинграде, имел много государственных наград, и в 1972 году он получил премию Горького. Премию Горького. Так, хорошо, молодцы. Итак, мы с вами прошли биографию, мы уже знаем про этого человека. И сегодня, ребята,
мы с вами должны познакомиться с содержанием его стихотворения, которое называется «Берегите землю». Так, откройте ваши учебники на странице 27 и прочитаем это стихотворение. Берегите землю, берегите жаворонка в голубом зените, бабочку на листьях повелики, на тропинках солнечные блики, на камнях играющего краба, над пустыней тени от баобаба, ястреба, парящего над полем, ясный месяц над речным покоем, ласточку, мелькающую в жите. Берегите землю, берегите, берегите чудо песен городов и весей, мрак глубин и волю поднебесий, стариков последнюю отраду, женщину, бегущую к детсаду, нежность и беспомощное пение и любви железное терпение. Берегите молодые всходы на зеленом празднике природы, небо в звездах, океан и сушу, и в бессмертие верящую душу, всех судеб связующие нити. Берегите землю, берегите времени крутые повороты, радость, вдохновение и работы, древнего родства живые свойства, дерево надежды и беспокойства, откровение земли и неба, сладость жизни, молока и хлеба. Берегите доброту и жалость, чтобы она за слабого сражалась. Берегите будущего ради, это слово из моей тетради. Все дарю, все доброе приемлю, только берегите эту землю. Так, а теперь, ребята, я бы хотела узнать, каков, по-вашему, смысл этого стихотворения? Смысл этого стихотворения. Так, Масад? Смысл стихотворения заключается в том, что надо хранить природу. Так, надо охранять природу, надо хранить природу, да? Теперь давайте немножко проанализируем это стихотворение. Так, в чем пафос, в чем торжественность этого стихотворения? Как вы думаете? Так, Адылхан? Я считаю, что слова, которые придают торжественность к этому стихотворению, по-моему, все дарю, все доброе приемлю, только берегите эту землю, берегите землю. Да, конечно. Вот эти все слова, ребята, можно оценить как призыв автора ко всем людям, ко всему человечеству. Правильно? Это как бы лозунг всего стиха. Теперь давайте посмотрим, ребята, какие предложения в основном использовал автор в своем произведении. Полные. Так, Береке? Автор использовал в своем предложении неполные предложения. Неполными называются предложения, в которых пропущен какой-либо необходимый главный или второстепенный член предложения. Так, молодцы. Вот докажи по предложению, например, по тексту, какие одноставные предложения использовал автор? Берегите. Берегите землю, берегите. Дарю. Все дарю, да? все доброе приемлю. Все доброе приемлю. Так, хорошо, молодец, Искай. Итак, идем дальше. Так, какие ассоциации у вас возникают при прослушивании этого стихотворения? Конечно же, картина природы, да? Вот теперь попробуйте сравнить, ребята, вот эти две картины, знаменитые картины великих русских художников. Это Шишкина цветы на опушке и Левитана березовая роща. Вот что вы видите в этих картинах? Что общего и что объединяет? Что различает эти две картины? Что вы можете сказать про эти картины? Так, Искай? По моему мнению, картина «Березовая роща» написана Левитаном. Автор описывает яркую часть природы, где больше тепла, больше солнца и запах леса, зелени, леса, а также свежий воздух. Так, хорошо, молодцы. Вот общее ощущение от картины какое у тебя? Общее ощущение от картины более такое уютное и комфортное. Комфортное. И как будто бы улыбается, да, эта картина? Да, улыбающаяся картина. Так, улыбающаяся картина. Так, хорошо. А теперь, ребята, я бы хотела вам
предоставить вот такие небольшие тестовые вопросы, на которые вы могли бы ответить. Да? Так, вот сейчас попробуйте ответить, пожалуйста, на эти тестовые вопросы. Так. Внимательно читаем вопросы. Так. И начинаем отвечать. Итак, заключение, ребята. Давайте мы с вами поработаем вот по вот этой картинке. Посмотрите, ладонь, и на ней отражена наша планета, наша прекрасная планета. Вот как вы думаете, после прочтения этого стихотворения, какой вывод мы должны сделать? Так? По стихотворению Дудина можно увидеть, насколько его любовь большая к природе и нашей земле. Поэтому я считаю, что каждый человек должен прочитать это и прислушаться к тому, что он пишет, потому что то, что мы сейчас делаем по отношению к нашей природе, может повлиять на наше будущее поколение. Поэтому считаю, что каждый человек должен трепетно и хорошо относиться к этому. И вот эта картина отражает полностью содержание стихотворения Михаила Дудина «Берегите землю». И это название как бы должно быть лозунгом для всех людей. Согласны? Да. Согласны. На этом у нас урок закончен. Спасибо вам, ребята.